Здравствуйте, друзья! В интернете наткнулся на интервью известного общественного деятеля Абхазии Тенгиза Джопуа. Давайте посмотрим. Ну, тоже мы каждый раз ссылаемся на свои традиции. Извините меня, мы эти традиции мы прибегаем тогда, когда нам выгодно. Да. А так мы настолько такие лицемеры, что когда нам очень, когда в нашу пользу мы говорим о законе, когда это в нашу пользу мы говорим о каких-то неформальных институтах, обычаях наших. А когда выгодно, мы можем вообще обратиться и к криминальной субкультуре. Мы же так живем, по нескольким правилам. Давайте посмотрим, что говорят местные. Вроде все по закону сейчас, вроде как государство законно, вроде как по абхазским законам все должно выполняться, но если надо будет, они могут законы по-другому представить и сделать из правого виноватого. Спорить порой бывает бесполезно доказывать свою правоту. Себе на вред. Так что у нас каких-то сдерживающих механизмов, о которых мы вот все время бьем себя в груди, говорим, их на самом деле нет. Это А может они есть? Может, я думаю, поэтому мы что совсем не впали в хаос у нас здесь. Не, мы Я смотрел этот фильм «Судная ночь», но если мы так, у нас этого не происходит, может, это нас сдерживает? Наш Ну, смотрите, ведущий это ссылается на фильм «Судная ночь». Давайте посмотрим, что это за фильм. Смотрите, как я вижу, это фильм ужасов, да, и их частей много, вот, и на какой именно он ссылается, неизвестно, или на все ссылается. Ну, что так настолько плохо в Абхазии, что человек ссылается на фильм ужасов, а больше не на что сослаться. Настолько как бы дела плохи. Ну вот смотрите, вот читаю комментарий, здесь написано: головорезы продолжают беспощадную бойню, хотя ночь закония подошла к концу. Одну ночь в году дозволено все, главное дожить до рассвета. Это он говорит про сегодняшнюю Абхазию. Это американская антология, медиафраншиза, основанная на серии фильмов ужасов, антиутопий, распространяемых Universal Pictures. Вот здесь картинки, содержание этого видео. Повторюсь, на данный фильм ссылается ведущий интервью о положении дела в Абхазии. То есть местный абхаз, коренной житель Абхазии. Давайте посмотрим дальше. Пока мы еще не осознали масштабы проблем. Когда мы уже осознаем, я думаю, что нас уже, по крайней мере, народ мало что сможет сдержать. Просто точка кипения еще мы до нее не дошли, мне так кажется. Что надо вот первым делом сделать, вот завтра начать делать, чтобы исправить ситуацию? Что должен сделать президент, что должен сделать парламент, я не знаю. Но те, у кого есть сейчас полномочия, да, решать наши проблемы. Вот первый шаг, по-твоему, что надо сделать? Первое, что нужно сделать, нужно озвучить проблему. Вот, по-твоему, какая самая главная сегодня проблема, которую надо решать, начать, я не знаю, вчера? Самая главная проблема наша – это беззаконие. Я считаю, что наше отношение к закону. У нас нет единых правил поведения. Самая главная проблема наша – это беззаконие. Это беззаконие. Дальше так жить нельзя. И вот нужно что-то менять. Смотрите, синоним слова беззаконие – это беспредел. Посмотрите слова русского языка, ну по-русски же говорят, да? Беспредел – это беззаконие. Давайте посмотрим, что говорят на этот счет местные. Саша, правда, что в Абхазии полный беспредел и отсутствуют законы? Я живу в Абхазии уже 10 лет. У меня 2 детей, 6 действующих бизнесов. И я женщина. Могу вам точно сказать, что вот такая информация об Абхазии – это раздутые мифы, не имеющие ничего общего с реальностью. Связь. Что ты хочешь, ёб твою мать, блядь, ёбаный в рот? Ты не думаешь, что я тебя в России не найду, нахуй? Я твой рот выебу, нахуй, еще раз позвоню сюда, нахуй, ты понял? Это Ваху говорит, нахуй, я тебя там тоже найду, нахуй, ёбаный в рот. Еще кому-нибудь звонишь, я твой рот выебу, нахуй, ёбаный в рот, козел, ёб твою мать. Ты как, понял, что я тебе сказал? как ты разговариваешь со мной? Я вообще никому не звоню, нахуй, я вчера, ты тебя конченый, блядь. Ты кто за мой хуй, блядь? Ты не делай так, чтобы я к тебе приехал, а ты от тебя нахуй сожгу живем, я твой маму ел. Я никого не пугаю, вот. Ты понял меня? Раз Позвоню нахуй, тебя оттуда на веревке привезут, твой я все ебал, блядь. Ты подел ко мне режим вопрос, я тебе сказал по-хорошему. И, блядь, не буди из меня зверя, нахуй. Я ебал твой договор, я тебе сказал, и слушай меня, блядь. Ты не делай так, что, блядь, я Саше уже говорю. Не делай так, чтобы завтра из-за тебя на яйцах Саша висел.
Саша, А потом В- твои яйца, блядь, сука, вырежу и тебя накормлю, сука. Того все ясно. Я сделаю так, чтобы ты, сука, блядь, ты, блядина, ёб твоя мать, ты сюда приехал наркотики продавать, да, я твой маму ебал. Мне менты сказали, что ты еще захватишь. Я туда пацанам позвоню, блядь. Они тебя сперва цреквать и будут, а потом будешь сидеть посадками. вот. Барыжная пирожная, я твой маму ебал. Поэтому Можешь по-хорошему сам ехать, да? Валера Я все... тебе сделаю, чтобы тебя сюда притащили. Что, Маруся, я тебе скажу, или пойдет ко мне, тебе сказал, решим вопрос, блядь. Если не знаешь, как решается, я тебе покажу, сука, блядь. Счетчик щелкает, я сказала. Я на дурные вопросы не отвечаю. Вы еще жалеете. Куда ты? Куда? Чего? Не здесь. А, там, да. Все, да, ты понял? У меня времени больше нет на тебе. Вторник сегодня. Ты понял, да? Ты не на тех напал, понимаешь? Счетчик щелкает. Сумму я тебе, приедешь, я тебе назову. Если не будет, ты понимаешь, горы большие. И никто не узнает, где могилка твоя. Я сама взорву. Понял меня? Понятно. Сумму я тебе называю 400 тысяч. Либо имущество, либо бабки. Ага, А теперь думай, дорогой. понятно. Понял меня? Как хочешь. Все. Или давай- Если, не дай бог, блядь, я позвоню, а ты через 3 гудка не подымешь трубку, блядь, что жил, то зря. Посмотрим комментарии к посту на Фейсбуке про гида Абхазии. Энрико Халваш пишет: дай мне его адрес, пришлю ему дагов, отвечая а-ля Суайба. Это было у нас, ну вот написано, 1 неделя, 9 декабря 2021 года, 10:30, 10:30 вечера. И вчера мы узнаем, что Энрико Халваш скончался. То есть с того времени прошло, получается, всего неделя. Человек ушел в мир иной. В Матфея написано: от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Что послужило его кончиной, неизвестно, тем не менее, мои соболезнования.